Абхазское телевидение продолжает прямые эфиры, теледебаты между кандидатами в депутаты парламента Абхазии. Последовательность в день выхода эфира определила Центральная избирательная комиссия методом жеребьевки. Сегодня у нас в студии кандидат в депутаты от 5-го Синопского округа Лаша Нугзарович Ашуба. Здравствуйте, Лаша. Здравствуйте, Рената. Ну, в первую очередь, конечно, хочется отметить, что вы сегодня один у нас в гостях, и тем не менее спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в студию для того, чтобы ваши избиратели смогли увидеть в прямом эфире, как вы, в принципе, ведете с нами беседу, и тем не менее они с вами знакомы. 5 лет вы уже проработали с ними, проявили себя. Перед тем, как мы начнем главную часть, хочется немножечко отойти от установленных правил и узнать у вас некие такие подробности. Насколько мне известно, человек, который баллотировался с вами на прошлых выборах, сегодня поддерживает вас. Насколько эта информация достоверна и как так все-таки сложилось, что ваш оппонент сегодня у вас в штабе? Благодарю. Действительно, Рената, на прошлых выборах у меня было 7 оппонентов, да, в общей сложности нас было 7 в округе. И человек, который вышел вместе со мной во второй тур, это Тамас Георгиевич Цахнакия, на этот раз поддерживает меня. Хочу сказать, что на предыдущих выборах в его лице я приобрел нового старшего друга. Это ветеран войны, инвалид войны, человек, который воспитывает 5 детей, не устает работать, человек с огромным энтузиазмом. И сегодня он пошел на такой благородный шаг и поддержал меня. Да. В принципе, никто не удивился этому шагу этого человека, потому что все, кто его знают, знают его исключительно с этой стороны. Тамас Георгиевич, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку и за отношение ко мне. Спасибо, очень рад нашей дружбе. Перед тем, как мы приступим к теледебатам, я хочу ознакомить вас с правилами. Прямой эфир разделен на 3 блока. Первая часть – это приветствие, где у меня будет возможность зачитать вашу биографию для того, чтобы избиратели ознакомились. Затем вам будет предоставлено слово обратиться к избирателям. Основная часть, где будут вопросы как из представленные здесь нашей редакции, так и от телезрителей, от меня лично. Затем у вас будет заключительная часть, где вы сможете обратиться к избирателям, там будет определенное время. После того, как вы приступите к ответам на вопросы, на телеэкранах появится таймер, за ним могут следить наши телезрители, также вы можете следить. И после того, как только вы приступите к выступлению, к ответу, таймер будет включен. Понял. Предлагаю Спасибо. приступить. В первую очередь, наверное, все-таки с вашего разрешения я зачитаю вашу биографию. Ашуба Лаша Нугзарович родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум. Выпускник 14-й средней школы города Сухум. С 2006 по 2011 год обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, город Москва, по специальности юриспруденция, которую окончил с отличием. С 2011 по 2013 годы аспирант этого же вуза. С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений, в частности, частной коммерческой организации в городе Москва. В 2014 году был принят на работу в Международно-правовой отдел МИД Абхазии в качестве юриста. С 2015 года был назначен помощником министра иностранных дел. Входил в состав делегации Республики Абхазия на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2016 году был избран депутатом Сухумского городского собрания. В собрании возглавил комиссию по бюджету, налогам и сборам. В 2017 году был избран депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Женат, отец 1 ребенка. Сейчас будет включен таймер на экране. У вас будет возможность обратиться к своим избирателям, к нашим телезрителям и рассказать вкратце о себе, о своей программе. Время пошло. Благодарю. Хлубзия хатырыску телехопштра, хлубзия хатырыску Рената. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемая Рената. Прежде всего, позвольте поздравить всех с сегодняшним днем, Днем Защитника Отечества. Этот праздник является символом мужества и преданности своему Отечеству. И нам, абхазам, как никому другому известно, что значат эти слова. И я хотел бы в сегодняшний день прежде всего поздравить
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов грузино-абхазского конфликта и всех тех, кто сегодня несет службу, всех офицеров, тех, кто защищают рубежи республики на сегодняшний день. Это действительно большой праздник для всех нас. Поздравляю вас, уважаемые граждане. За прошедшие дни в этой студии очень много говорилось о социальной справедливости, неравенстве и других вопросах. Все эти темы я, будучи депутатом, уже обсуждал в своем округе со своими избирателями. Поэтому тезисно хотел бы остановиться на тезисах своей программы. Буквально коротко. Моя программа состоит из нескольких блоков. Она разделена по сферам. В системе здравоохранения я выступаю за доступное и качественное здравоохранение, за повышение заработной платы медиков, медицинского персонала, за ремонт и оснащение существующих медицинских учреждений. В социальной сфере выступаю за обеспечение достойной жизни ветеранов и их семей, за поддержку одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных и иных незащищенных слоев населения, за содействие в трудоустройстве безработных и организацию центров занятости. В Абхазии нет базы безработных людей, никто не занимается трудоустройством. Это очень большая проблема для нашей республики, безработица. В образовательной сфере я выступаю за принятие закона об образовании. Кстати говоря, принят на последней сессии в первом чтении. За ремонт школ и дошкольных учреждений, за повышение статуса педагогов и увеличение их заработной платы. В сфере правопорядка я выступаю за реальное равенство всех граждан перед законом и судом, за содействие в борьбе с организованной преступностью, за содействие силовым структурам в борьбе с наркоманией, которая стала бичом нашего общества, с которой всем нам, всем миром необходимо бороться. И, конечно, за противодействие произволу представителей силовых структур, что тоже имеет место иногда. Так как вы все-таки первую ключевую часть посвятили поздравлению нашим гражданам, Да. я бонусом 20 секунд Спасибо для того, большое. чтобы вы Можно, смогли да, я продолжу? продолжить свою Я мысль один и сегодня, завершить, да, и мы могли немножко приступить, так как больше ваше времени. время уже вышло. Спасибо. Ну, в сфере культуры за содействие государству в вопросах, связанных с культурой и искусством, мне кажется, недостаточно внимания со стороны государства уделяется этим вопросам. В сфере молодежной политики за содействие трудоустройству молодежи во все сферы, за содействие в представлении государством льготного жилья молодым и многодетным семьям, за участие молодежи во всех процессах в республике. Что касается власти, за всё, перераспределение полномочий. мы должны перейти И уже к последнее, другому можно я блоку. скажу все-таки, в округе я выступаю за постоянный и прямой контакт с каждым гражданином по любым интересующим их вопросам. За содействие в ремонте социально значимых учреждений. Это поликлиника в районе Синопа и две школы, 14 и 6, которые находятся в плачевном состоянии. Ну и за облагораживание территорий дворов и дворовых, значит, территорий, расположенных в округе. Еще хотел бы сказать, Маша, что у всех Синоп в этом равные году- права, и Да, мы не можем, да, все-таки у вас благодарю. время уже Да, вышло. всё, спасибо. Извините, конечно же, приходится вас прерывать, но у всех правила Ну, всё, одинаковые. Сейчас я вам предлагаю вот из этого ящика вытащить буквально несколько вопросов, 2-3, и на это у вас будет определенное время. Если вы успеете за 6 минут ответить на все вопросы, мы продолжим. В принципе, можем еще пару вопросов вытащить, где будет предоставлена возможность вам ответить. Сразу 3 вытаскивать? Да, сразу 3 вытаскивайте. Я вам сразу 3 зачитаю, и вы начнете с того, какой, в принципе, Да, предпочтительнее для вас. Реформирование Конституции. Ваше отношение к необходимости проведения конституционной реформы. Первый вопрос. Внешняя политика. Какой она должна быть с учетом мировых событий в последнее время? Какие площадки необходимо использовать? Второй вопрос. Императивный мандат. Ваше мнение, необходим ли он? С какого вопроса предпочитаете начать? И, в Начну по принципе, порядку, наверное. Реформирование Конституции. Ваше отношение к необходимости проведения конституционной реформы. Сейчас таймер на экране появится. У вас 6 минут на 3 вопроса. Вопрос реформирования Конституции давно муссируется в нашем обществе и в государственных, и окологосударственных кругах. И, наверное, давно назрела необходимость изменения каких-то положений Конституции. Конституция, которая была принята в 1994 году, отвечала требованиям того времени. И она предусматривала сильную власть президента, что было необходимо в тот послевоенный период времени.
но она не претерпела серьезных изменений с тех пор. На сегодняшний день, да и в предыдущие периоды времени много говорилось, уже порядка 10 лет говорится о реформировании Конституции, о перераспределении полномочий, но воз и ныне там, что называется. То есть этот процесс по сей день не сдвинулся с мертвой точки. Но, насколько мне известно, создана Конституционная комиссия при президенте Республики Абхазия. Она провела уже работу, есть выводы комиссии соответствующие документы. И, насколько я понимаю, нынешняя власть все-таки с большей степенью вероятности пойдет на перераспределение полномочий. В чем оно будет заключаться и каким видится мне? Перераспределение полномочий между ветвями власти – это прежде всего перераспределение между исполнительной и законодательной ветвью власти. Видится мне следующим образом. И я читал некоторые выводы комиссии, в том числе с чем-то я согласен, с чем-то не до конца. Но я считаю, что президент Абхазии должен быть главой исполнительной власти, то есть прямое подчинение Кабинета министров и министров. Министры должны утверждаться парламентом по представлению президента. Ну, там есть соответствующая процедура. В случае двойного отклонения президент не назначает этого министра. Таким образом, мы снизим накал вокруг президентского кресла в принципе, потому что все политические процессы в Абхазии, как правило, происходят вокруг президентского кресла. Мы должны решить этот вопрос, чтобы в нашей республике было согласие наконец-таки. Я думаю, что перераспределение полномочий будет способствовать этому вопросу. Есть технические вопросы, которые тоже исправляются в случае прямого управления со стороны президента. Первое – это отчетность министров перед депутатами парламента, что очень важно. Сегодня, если парламент дает какие-то рекомендации и даже выражает вотум недоверия отдельному министру, этот вотум носит рекомендательный характер. То есть глава государства может этот вотум принять, либо не принимать. С другой стороны, повышается статус Народного собрания парламента Республики Абхазия в этом случае. И мы гораздо внимательнее должны проводить выборы и в этот коллегиальный орган. То есть очень сильно увеличивается статус парламента, что тоже важно. Ко всем этим процессам, конечно, необходимо подходить максимально ответственно и очень осторожно производить определенные изменения. Прежде всего Конституции. Но здесь мы говорим, и Конституционная комиссия говорит об изменении 3 и 4 глав Конституции Республики Абхазия. Подобных изменений не было доселе, но я надеюсь, что мы выйдем на этот путь. И этот путь станет прогрессивнее, чем существующий на сегодняшний день. С другой стороны, многие говорят о том, что нам нужна парламентская республика. Я не считаю, что в Абхазии нужна пока парламентская республика, и парламентская республика нам подходит. Я считаю, что необходимо перераспределить часть полномочий, оставить весь силовой блок за исполнительной властью, потому что 35 депутатов не в состоянии в оперативном режиме контролировать текущую ситуацию в республике в том числе. Ну и международную политику, соответственно. Спасибо. У вас еще есть 2 минуты. Императивный мандат. Ваше мнение, необходим ли он? Что касается императивного мандата, да, и необходим ли он, как правило, разговоры об императивном мандате и об отзыве депутата возникают аккурат в период выборов. Спустя некоторое время о них благополучно забывают, в том числе и люди, которые рьяно защищали в рамках дебатов эту тему. Императивный мандат подразумевает отзыв депутата в определенных случаях. Я не считаю, что в Абхазии необходим императивный мандат, и скажу вам почему. Прежде всего это связано с тем, что депутат должен быть защищен определенными иммунитетами. И отсутствие императивного мандата позволяет ему быть защищенным. В случае, если будет введена норма об отзыве депутата, то каждый, допустим, проигравший оппонент будет собирать людей, и депутат не сможет заниматься напрямую своей деятельностью. Он будет думать, как ему сохраниться на своем месте. Это первое. Второе – это возможность, мы говорим о независимых ветвях власти, да, в соответствии с известными философами. На 3 ветви власти делится: законодательную, исполнительную и судебную, любая система. Но в таком случае независимость депутатов теряется, потому что представители других ветвей могут повлиять на кого-то в случае, если депутат не совсем будет вести себя
соответственно ожиданиям представителей других ветвей власти в той или иной ситуации. Поэтому я думаю, что это, значит, такой иммунитет необходим депутату. Также депутату необходима и неприкосновенность. Другой вопрос, почему возникают эти разговоры? Разговоры возникают потому, что иногда качество людей, идущих в те или иные государственные органы, или же в, значит, коллегиальный орган, скажем так, оставляет желать лучшего. Не качество ваше людей, время а вышло. репутация и предыдущая жизнь. Поэтому должны быть соответствующий ценз. Это образовательный ценз, это ценз опыта работы, так называемый бэкграунд человека. И самым главным цензом в этом вопросе должны быть люди, которые принимают решения в день выборов. И я попрошу, чтобы нам звук включали за 30 секунд, чтобы мы немножечко тут не путались, все привыкли, что за 30 секунд. И давайте мы уже перейдем к другой части. Все-таки у вас... Внешнюю политику. не будем? время истекло, Да. к сожалению. Хорошо. По установленным правилам эфира сейчас кандидаты должны были задать друг другу вопрос. Но я вам предлагаю ответить на вопрос. К нам на электронную почту поступают письма от жителей города, от столицы. И вот, например, Юлия Лагвилава пишет. Добрый вечер. Желаю всем кандидатам удачи. Вопрос такой. Как вы относитесь к закону об инагентах? На это у вас 4 минуты. Таймер включится, как только вы начнете отвечать на вопрос. Интересный вопрос. Вопрос муссируется в нашем обществе, вызывает опасения определенных кругов, в том числе и в государственных органах и кабинетах. Вопрос об иноагентах в Абхазии может иметь особенный смысл, да, и мы должны понимать, кого мы будем выявлять в качестве иноагентов. Я не исключаю, что в Абхазии немало таких людей и организаций подобного толка. Но очень важно, чтобы не было перекосов в этом вопросе, потому что мы знаем людей, которые занимаются деятельностью с НПО, которые в период войны проявили и показали себя, впоследствии стали работать в различных международных организациях. Они участвовали в форматах, которые были прародителями нынешних официальных форматов, в том числе и женевских дискуссий. Я считаю, что в отношении этих людей мы должны максимально аккуратно и максимально внимательно изучить этот вопрос, чтобы не было перекоса в эту сторону. Закон об иноагентах пока в Народном собрании и парламенте не обсуждался, не было даже драфта этого законопроекта. То есть пока это нечто повисшее в воздухе. Вот так бы я ответил на этот вопрос. У вас Спасибо. еще 2,5 минуты. Ну, может, я тогда расскажу про внешнюю политику. Раз Вот у меня нас был такой остался вопрос как раз внешняя политика. Какой она должна быть с учетом мировых событий в последнее время? Какие площадки необходимо использовать? У вас 2 минуты 27 секунд. Спасибо. Ну, как известно, мы частично признанное государство. Мы живем и соседствуем с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. На Востоке мы соседствуем с нашими значит, оппонентами, Грузией, с республикой, с которой у нас была война. И через море мы соседствуем с Турцией. Конечно, в отношении с Российской Федерацией у нас должны быть добрые, открытые и понятные отношения. Что касается нашего заингурского соседа, то я думаю, что каждому гражданину Абхазии понятно, какие отношения у нас должны быть с ними. По сей день не подписано соглашение о неприменении силы, хотя в Женеве прошло более 50 раундов. По сей день есть закон об оккупированных территориях, сами знаете, предусматривающий серьезные жесткие санкции в отношении людей, посещающих территорию Абхазии, либо пересекающих абхазо-российскую границу. И многие-многие другие вещи. Грузия могла бы давно определиться с отношением к Абхазии, да, и признать независимость Абхазии. Это был бы самый мудрый шаг со стороны руководства Грузии. Но до сих пор в руководстве Грузии не появились люди, способные пойти на такие волевые шаги, к великому сожалению. Грузины наконец-то должны смириться, что в одной республике, в одном государстве мы сосуществовать не сможем.
Что касается, вот я затронул вопрос женевских дискуссий, о которых часто негативно говорят в нашем обществе. Я думаю, что это нужный формат, это необходимый формат, и он единственный, в рамках которого мы выступаем как равноправные стороны с Грузией. И население Абхазии, люди неосведомленные считают, что там успеха не добьешься. Внешняя политика – это вещь, в которой значит, дипломаты идут мелкими шагами, и результат может быть достигнут в определенный момент неожиданно. В любом случае, война гораздо дороже внешней политики и дипломатических связей. Как известно, есть фраза такая, пока говорят дипломаты, молчат пушки. Поэтому мы должны пользоваться этим форматом. Нужны ли нам другие форматы? Этот вопрос мы должны принимать решения по этому вопросу все вместе, и руководство Абхазии, и, конечно же, проводить консультации соответствующие внутри республики. Спасибо. Предлагаю перейти к другому вопросу. Вопрос от ведущего. В нынешнем созыве парламента вы входите в два комитета, в один из которых, комитете по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, вы являетесь заместителем председателя. Расскажите, пожалуйста, о деятельности данного комитета и в целом о международной деятельности парламента, в том числе и учитывая события последних дней. Благодарю. Да, действительно, я являюсь членом двух профильных комитетов, один из которых комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Комитетом проводилась определенная работа. В рамках комитета проходят документы, которые подвергаются ратификации Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Также комитет ведет активную международную деятельность, ездит в Государственную Думу к нашим коллегам, ездит в другие страны, в том числе с прошлого года началась практика присутствия депутатов на женевских дискуссиях, что, кстати, изменило отношение моих коллег, которые транслируют это в общество, к данному формату. Но хотелось бы, чтобы данный комитет и Народное собрание парламент больше занимался внешней политикой и не было ротации делегаций. То есть у нас в разные места, в разное время ездят разные делегации. А нужно, чтобы депутаты занимались одним направлением в течение 5 лет и могли передать это направление своим последующим коллегам. Тогда у нас получится планомерная внешняя политика со стороны, в том числе и депутатов парламента. Что очень важно и что, к великому сожалению, не всегда происходило в деятельности и комитета, в котором я сейчас состою. Но я думаю, что мы проведем работу над ошибками в этом направлении, и дело встанет на свои места. Желаем Спасибо. удачи вам в этом направлении. Спасибо. Мы подошли к заключительной части, и у вас сейчас есть возможность обратиться к своим избирателям. Время пошло. Да. Конечно, хотел бы остановиться на вопросе пандемии. Конечно, мы понесли за прошедший год очень большие потери, но необходимо сказать и о хорошем. Были спасены десятки тысяч жизней. И пандемия показала многих людей с самой лучшей стороны и открыла в них самые скрытые возможности. И у нашего народа есть и развито чувство сострадания, чувство желания помочь и объединиться в сложный момент. И эта пандемия это показала. Отдельную благодарность хотел бы выразить медикам и всему медицинскому персоналу. Низкий вам поклон за ваш труд. Уверен, государство по достоинству оценит ваш труд. И народ Абхазии уже оценил все, что было сделано вами. Спасибо вам большое. Надеемся, эта пандемия в скором времени закончится. Всем желаю крепкого здоровья. Что касается моей деятельности в округе, то мы провели ряд встреч за этот период времени. Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые выходили на встречу. Спасибо за ваше отношение и за ваше доверие. Мы придем в каждый дом, на каждую улицу и в каждый двор и обсудим все интересующие вас вопросы. И, пожалуйста, уважаемые избиратели, приходите на выборы. Это ваше главное конституционное право. И если хотите, в некотором смысле обязанность. И это неотъемлемая часть любого государства. Как известно, есть известная цитата Уинстона Черчилля: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Поэтому, пожалуйста, приходите на выборы. Спасибо.
Дорогие телезрители, на этом предоставленное время кандидату от 5-го Синопского округа подошло к концу. Я с вами не прощаюсь. Буквально через некоторое время в этой студии встретятся кандидаты в депутаты от 6-го округа Центральный. Скоро встретимся. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Желаю, чтобы ваши избиратели приняли активное участие в выборах. Спасибо. Спасибо.